Вы слушаете радио Газар FM. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствую. Я ведущий программы «Разговор с интересными людьми» Снопков Александр. Итак, сегодняшняя тема нашего разговора – это проект Mavrocar. И с нами сейчас на связи представитель сообщества МММ, который занимается этим проектом. Здравствуйте, с наступившим Новым годом и Рождеством. Представьтесь, пожалуйста, радиослушателям. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я тысячник системы МММ. С Новым годом, уважаемые радиослушатели, с наступившим и Рождеством. Хорошо, а расскажите-ка вашу историю, как вы вообще пришли в МММ? Хотелось бы знать о том самом моменте, когда в вашем сознании произошло понимание жизни до МММ и с МММ. На самом деле до МММ я знал еще летом 2011 года. Второй раз ко мне информация об МММ пришла уже от моего друга Антона. И тогда я уже принял решение все-таки изучить эту тему. И после изучения я принял решение стать участником системы МММ. Момент осознания. Да, то есть вот после чего, как говорится, тумблер переключился, и, наверное, было такое озарение, что да, это мое. Было ведь такое? Озарения как такового не было, то есть во время МММ. Приход в МММ это сложно назвать, даже сопоставить с тем моментом, когда приходит свыше озарение, просто это осознанный поступок, который, в принципе, вписывался в рамки моего миропонимания. Ничего страшного я в этом не видел и постарался отнестись к этому максимально объективно, то есть к МММ и максимально непредвзято. Соответственно, какого-то такого благословения свыше я на это не получал, можно так сказать. Так, ну а тогда как вы видите саму идею, которая лежит в основе кассы взаимопомощи МММ? В основе кассы взаимопомощи лежит основная идея, которая лежит, в принципе, на поверхности, это помощь людей друг другу. Она реализуется все-таки на первоначальных этапах, я думаю, правильно реализуется через материальную заинтересованность людей. Это то, что, в принципе, сейчас движет обществом, и то, что общество ее и отдельных членов этого общества мотивирует. Более глубокие идеи МММ – это все-таки изменение миропонимания людей, отказ их от привычных моделей, понимание экономики, понимание их жизни и понимание взаимодействия друг с другом. Хорошо, понятно. У меня такой вот вопросик, который у многих радиослушателей тоже возникает. Если раньше были кассы взаимопомощи, на заводах там и так далее, в советские времена, но они были без процентов. А вот сейчас касса взаимопомощи МММ-2012, в ее функционировании есть какие-то проценты, которые не дает ни один законный бизнес, можно сказать. Да, это 30% в месяц. Многие задают вопросы, а почему, откуда деньги-то берутся? В принципе, проценты в системе, в кассе взаимопомощи МММ, они берутся за счет прихода новых участников в кассу. Собственно, это и есть залогом и тем мотивационным механизмом, благодаря которому касса взаимопомощи МММ расширяется. На заводах действительно в советское время были такие кассы, люди объединялись, помогали друг другу. Ограниченное количество людей было, да? Да, было ограниченное количество людей. Учитывая то, что все-таки в МММ есть такая сверхидея, как изменение сознания человека, все-таки вывод его, дать ему понять альтернативные системы взаимодействия и экономические модели и так далее и тому подобное, МММ заинтересована в расширении количества своих участников. И именно благодаря все-таки процентной системе МММ и расширяется как касса взаимопомощи. Так, буквально не более как неделю назад дошла новость о новом проекте Mavrocar. Расскажите о нем поподробнее.
Mavrakart — это дисконтный проект в МММ. Это международная дисконтная система. Она призвана объединить всех МММщиков и бизнес, который не в МММ, то есть собственников бизнеса, который не в МММ, к предоставлению, к оказанию определенных льгот участникам системы МММ. И МММщики, предприниматели, предоставляют льготы МММщикам и не МММщикам. Мы все-таки еще дополнительно к МММ делаем такую социальную программу по оказанию еще и скидок, то есть получению скидок МММщикам. Ну, суть его заключается в чем? Я просто не совсем понял. Суть дисконтного проекта заключается в дополнительных таких социальных благах, которые могут получить МММщики в виде дисконта при, допустим, покупке каких-то товаров, получении каких-то услуг. То есть это дополнительные такие социальные поощрения для участников системы МММ. Здесь получается, что проект Mavrakart объединяет вокруг себя не только МММщиков, но и также сектор реального бизнеса, реальных услуг и реальных производителей товаров, да? Да, именно так. МММщики довольно высокоорганизованное сообщество, не только на территории бывшего СНГ, но также и в таких странах, как Индия, Израиль, Таиланд, Малайзия, Германия. То есть мы высокоорганизованное сообщество, и, соответственно, у нас есть возможность направлять наш покупательный потенциал в наиболее выгодном для нас направлении. И мы с радостью будем сотрудничать с бизнесом, который даже не в МММ, и который будет готов работать с нами, как с сообществом, предоставляя нам соответствующие скидки. Андрей, а еще такой вопрос. Как проект Mavrakart позиционируется в рамках правового поля государств, коль у нас это планируется как международный проект? Всю правовую схему организации данного проекта я, наверное, рассказывать в рамках этой передачи не буду. Но Хорошо. Что? Я сейчас тогда более легкий вопрос, более конкретный. Есть ли какие-либо препоны в организации проекта Mavrakart со стороны правового поля государства? Да, конечно, абсолютно законен. Mavrakart не нарушает никаких законов. Он не является чем-то противозаконным. Это обычная дисконтная система. Таких дисконтных систем существует великое множество. И с той лишь разницей, что Mavrakart объединяет именно сообщество МММ. Понятно. Тогда перейдем к вопросам касательно уже использования Mavrakart, таких, да, карт скидок, да? Такой вот вопрос. Владелец такой карты, он будет получать просто скидку или зачисление сэкономленных средств на карту, которые он в дальнейшем сможет потратить на свое усмотрение? Mavrakart в первую очередь является дисконтным проектом именно таким простым, то есть несложным. В отличие от других дисконтных проектов, в которых организуется сложный процессинг, взаимодействие с банками и другими механизмами, мы не преследуем, мы организаторы, то есть дисконтной системы Mavrakart, не преследуем цель заработка. То есть и, соответственно, процессинга как такового у нас нет. И средства, сэкономленные при оказании услуг либо покупке товаров, мы не прокручиваем, как другие дисконтные проекты по банкам. То есть, соответственно, нет такой необходимости включать такой сложный процессинг. Я понимаю это следующим образом, что именно величину скидки непосредственно для пользователей Mavrakart устанавливает непосредственно партнер программы того или иного бизнеса. Правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. Партнер предприниматель, он входит в проект Mavrakart. Кстати, в отличие от других проектов, вход в Mavrakart абсолютно бесплатный.
получает возможность контакта с многомиллионной целевой аудиторией покупателей абсолютно бесплатно, и размер скидки он также определяет для себя сам, исходя из тех особенностей, которые есть в Маврокарта, именно скидки по 30, 40, 50%. Если он считает, что его размер скидки достаточен, он сможет конкурировать и стоять без лишней тени сомнений в одном ряду с скидками участников МММ в 50%. Ну, он определяет скидку сам в данном случае. Хорошо, понятно. То есть сама карта, она несет всего лишь как удостоверение, что этот человек является участником участником МММ и программы Маврокарт. Правильно я понимаю, да? Да, абсолютно верно. Это всего лишь карта. Но, тем не менее, я, смотрел тоже презентацию и видел, что эта карта более чем напоминает банковскую, что там есть магнитная полоса и так далее. И вот хотелось бы узнать, в будущем вообще думали над тем, что можно там пополнять эту карту живыми деньгами, привязать к какой-либо платежной системе, или это пока еще в наработках только? Ну, скажу прямо, функционал карты у нас, карта изготовлена на очень высоком профессиональном уровне, и она действительно по уровню уступает банковским. Сделано это в первую очередь на перспективу как раз, да? Ну да, на возможную перспективу развития и на особенности оборота дисконтных карт в других государствах. То есть магнитная полоса, в частности, которую вы упомянули, она может использоваться нашими партнерами при использовании именно не только скидочных, но и бонусных программ. То есть, накопительные скидки. Да, именно так. То есть партнер заводит систему накопительных скидок и уже у себя в системе запоминает именно вот эту индивидуальную карту и расширяет таким образом функционал скидочный. Так, а вот у нас еще есть вопрос от радиослушателя. Сейчас я его зачитаю. Пишет нам Александр из Тамбова. И вопрос следующий. Предлагаемый каталог базы с разбивкой партнеров по регионам, а затем по сегментам рынка не совсем удобный. Допустим, я хочу приобрести продукт, которого нет на рынке в моем регионе. Тогда мне что, перещелкивать все регионы? Ну, Александр, на сайте сама программа, она реализуется в несколько этапов. Сейчас идет второй этап. Именно этап визуального наполнения и доработки сайта и самой системы. Сайт на настоящем этапе он стоит на финишной черте первого этапа. То есть это этап реализации внутреннего функционала. Тот каталог, который вы сейчас видите, это всего лишь технический каталог для удобства работы именно региональных представителей, которые и формируют партнерскую базу. И, естественно, каталог он будет гораздо более удобный и визуально также будет в настоящий момент она отключена, но будет подключена система поиска по сайту. Вне зависимости от того, в каком вы регионе, вы сможете искать необходимую. Есть ли статистика, сколько уже подключено партнеров, которые готовы работать в этом проекте? И представлять... будут, дорабатываться. Андрей, вы меня не слышите? Или слышите? Слышу, тут связь пропадает, оказывается, временами. Вопрос следующий. То есть на текущий момент сколько партнеров уже дали согласие участвовать в этом проекте? Конкретную цифру я не скажу. Это такая небольшая тайна. Но порядок хотя бы. Скажу, что количество партнеров ежедневно увеличивается на 10% от предыдущего дня. То есть от вчерашнего. Можно так назвать. Динамика, заинтересованность, она очень большая именно в этом проекте, потому что с такой аудиторией, как МММщики, хотят работать все, и
заявок, и желающих очень много. Андрей, вот на эту тему как раз у меня есть еще один вопросик каверзный вам. В интернете уже появились статьи об этом проекте, например, с таким заголовком, как «Mavro-Card. В чем суть и опасности нового проекта MMM?» на сайте profiforex.org. Так вот, зная, что участие в MMM сопряжено с риском потери денежных средств, разъясните, чем же конкретно рискуют участники и партнеры проекта Mavro-Card и почему опасен этот проект. Вот мне такой заголовок, честно говоря, не то что не понравился, а удивил меня очень. Знаете, этот заголовок, я читал эту статью, этот заголовок меня тоже очень позабавил. Опасность участия в проекте Mavro-Card для участников, именно для держателей карт, грозит им получением баснословных скидок. Опасность участия партнеров в дисконтном проекте Mavro-Card грозит им безумным увеличением числа их постоянных клиентов в лице МММщиков. То есть каких-то других опасностей в рамках дисконтного проекта быть не может. Андрей, такой вопрос. А чтобы получить карту, что необходимо сделать обычному человеку, не МММщику? Просто вступить в сообщество МММ? Да, просто вступить в сообщество МММ, оказав помощь другим участникам сообщества на сумму не менее $30, либо в национальной валюте эквивалентной сумме $30. То есть это порядка 1000 рублей получается? Да, сама Mavro-Card, она выдается бесплатно участнику, и он может смело пользоваться всеми преимуществами данного дисконтного проекта, получать услуги и покупать товары со скидками, достигающими 50% и в некоторых регионах 90%. Даже такие есть? Ну, да, в Краснодарском крае сказка какая-то. Есть. Что за сфера бизнеса, если не секрет? Недвижимость, риэлторские услуги. В Томской области, кстати, скажу, есть скидки даже 100%. Ну, это там явные МММщики, владельцы бизнеса. Да, конечно. Максимальные скидки дают МММщики. Хорошо. Спасибо за беседу. Значит, очень нужную информацию нашим радиослушателям. Еще раз с наступающим Рождеством, чтобы этот проект действительно показал людям, что МММ мы можем многое. Спасибо.